В эфире программа «Интервью». С вами Азат Семирханов. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о ходе голосования, которое проводится впервые в многодневном формате. Это уже третий день. И сегодня наш гость – это руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами и по совместительству член Общественной же палаты Российской Федерации Ольга Панчихина. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Ничто не перепутал с вашими регалиями? Нет, все нормально. Хорошо, давайте поговорим о работе, собственно, центра, да, что он из себя представляет и как строилась работа все эти дни. Центр наблюдения – это такая большая общественная площадка, на которой, во-первых, наверное, вот как в вашей студии у нас там тоже есть 8 экранов, на которые с постоянной периодичностью выходит картинка с каждого участка, избирательного участка, поэтому мы в реальном времени можем видеть одновременно 48 участков. Это очень удобно, очень, наверное, даже где-то завораживающе, потому что ты видишь не только то, что происходит в Уфе, а что происходит вообще по всей республике, по региону. Потому что это мы всегда видели, наверное, глазами наших наблюдателей, нам фотографии присылались, а здесь мы в любое время видим, как происходит, то есть где идет чуть больше всегда наплыв, то есть мы понимаем, что первые дни с утра, когда люди ехали на работу, наплыв был больше, потом где-то более так спокойно, а потом в очередной раз к вечеру начинается еще увеличение количества людей, которые пришли проголосовать. Также у нас создано еще 20 отдельно рабочих мест. Если какие-то вопросы возникли, даже глядя на эти 48 маленьких экранчиков, то можно сразу сесть за рабочее место, то есть у нас таких 20 мест, там работают, получается, и общественники, члены палаты, и все желающие, кто направлял заявку через общественную палату, садишься, можешь четко выйти даже на конкретный участок. Когда, например, в палату поступают обращения или какие-то звонки даже от наблюдателей наших, то есть мы сразу можем выйти на этот участок, если там есть камеры, и увидеть, что там в данный момент происходит. И это позволяет, наверное... как-то быстрее реагировать, наверное. Да. Нас дали туда сразу направлять мобильную группу. Или, возможно, даже дистанционно порешать этот вопрос. Вплоть до того, что мы даже слышим, что там происходит. То есть мы прибавляем звук, и мы можем слышать. Я считаю, что это очень удобно, и как раз наверное, этот новый формат позволяет тем людям, кто этим занимается, во всяком случае, общественный контроль, общественным наблюдателям, более внимательно, наверное, уже сосредоточеннее наблюдать за каждым участком. Когда это было в предыдущие годы, все выливалось в социальные сети, но так скомпоновано оно никогда не было у всех. А здесь как раз и мы, как члены штаба и наблюдатели, мы видим это в режиме реального времени. И помогает снимать очень много вопросов. Потому что, когда звонят и говорят, у вас там что-то происходит, ты можешь сразу увидеть, зайти на этот участок и увидеть, а если эта ситуация? Действительно ли это происходит, да? Да, конечно. Потому что многие же подогревают, наверное, интерес в силу, может быть, особенностей характера, либо какие-то там, не знаю, другие цели преследуют, конечно, и могут дискредитировать, да? Плюс, если в предыдущие годы, например, когда размещали, то есть, у нас в интернете очень много различных фотографий, могут скинуть фотографии участка, написать хоть что, то есть какую-либо там небылицу, то здесь, и там не всегда эти фотографии были честными действительно с этого участка, то здесь тоже, если даже что-то попадает в сеть, то можно сразу, это вообще на этом участке происходит или не на этом, это очень удобно. Вы сказали в своем ответе о том, что 20 мест, и работают и ваши коллеги, да, и просто желающие. Что это значит? Это любой человек может просто прийти и все? Начиная с 16 числа, 16 сентября, Общественная палата, аппарат Общественной палаты запустил, получается, через свои площадки, что любой житель республики может прийти. Он подает заявление, получается, представляет данные, даже говорит, какой участок он бы хотел конкретно посмотреть. Ему дается подтверждение, что ты, можешь принять участие, ты приходишь,
тебя температуру проверяют, маску тебе дают, ты заходишь и начинаешь работать. Самое главное, ну да, там есть четкая форма того, что все-таки здесь ты смотришь и видишь людей, там где-то может быть чего, то есть здесь идет согласие персональных данных, то есть по паспорту приходит, что это человек не просто Иван Иванович Иванов, а фамилия у него другая. Ну, то есть все равно подтверждает свою личность паспорт, поэтому это все заполняется. Но настолько там простые у нас условия, что можно совершенно спокойно любому жителю было и даже сегодня, но сегодня вот 19 числа до 12 все, часов, да, поэтому уже, конечно же, невозможно. А так вот в течение этих я думаю, дней... кто хотел, они не откладывали это на заключительный день голосования, конечно. Наверное, так, да? Расскажите, пожалуйста, о колл-центре. Насколько я знаю, он тоже при вашем штабе работает. Да, колл-центр – это еще одна площадка, которую уже на протяжении нескольких лет Общественная палата делает. Ведь очень много вопросов могут снимать эксперты, особенно юристы. И все, что касается особенно избирательного права, там вот такая постоянная грань, а где правильно, где неправильно. То есть является ли это нарушением или это просто, то есть, ситуация, на которую стоит обратить внимание, но она там не влияет на исход голосования. Поэтому, конечно же, постоянная консультация у юристов – это очень хорошо. Особенно если берем нашу республику, не во всех наших муниципальных районах есть профессиональные юристы-эксперты, которые могут сразу тут же помочь тебе разобраться. И поэтому, если на участках, неважно какие наблюдатели или кто-то, возникло какой-то вопрос, можно всегда было позвонить в колл-центр, и есть эта возможность, проконсультироваться, и сразу дадут, четкую прояснят эту ситуацию и четкие действия, как поступить в этой ситуации, расскажут. Вот. Потому что очень много есть ссылок на различные нормативно-правовые акты. Есть, понятно, что с любыми вопросами обращаются, вплоть до того, я вот тут живу, где мой участок. Я вот хотела о структуре обращения отдельно поговорить, да, вот вы, если позволите, если вас я не перебил, с чем люди звонят? Здравствуйте, куда мне голосовать, или они там жалуются? Что хочется понять? О том, что куда мне пойти голосовать, это самый популярный вопрос, наверное, за последние 5 лет. Мне не принесли приглашение, я не знаю, где мой участок. Подскажите. Что у нас, в принципе, все участки есть на карте, поэтому мы помогаем решить эту проблему. Другой момент, что я нахожусь прописан в другом месте, хочу проголосовать здесь, где живу, но человек не сделал до этого, тех телодвижений, чтобы, да, конечно, да. Сейчас очень удобно было через госуслуги. Во всяком случае, вот я откреплялась уже через госуслуги, прикрепилась к тому месту, где мне удобнее, и все, мне пришло приглашение от госуслуг, приглашаем вас на выборы, поэтому это тоже, и здесь начинается возмущение, как так, я хочу проголосовать, то есть избирательное право, нарушено и так далее. Да, почему я, потому что вы прописаны в другом месте. У нас, правда, полстраны живет, в одном месте прописано, в другом проживает, и это всегда нужно учитывать, что если уж вы хотите воспользоваться своим правом, либо вы позаботитесь все равно заранее, либо вы съездите туда, где вы родились, где вы прописаны, где вы проживаете, должны проживать. У нас сегодня завершается этот первый такой трехдневный формат голосования. Скажите, пожалуйста, когда завершает свою работу штаб, собственно? Штаб и центр наблюдения будет работать до последнего протокола, который будет загружен в ГАЗ-выборы, поэтому это все у нас будет, мы как только начнутся подсчеты, мы это все будем видеть опять же на наших экранах. Сегодняшнюю ночь не спите, да, получается? Да, то есть это у нас, мы не знаем, во сколько это закончится, но то есть у нас будут, может быть, в какой-то момент потом просто отключаться экраны, но до последнего протокола. Экраны отключаться будут, когда уже, наверное, завершает работу, собственно, все, да? То есть они отключают камеры, и в этот момент, может быть, какие-то уже будут выходить у нас вот черные экранчики. То есть у вас везде, где видеонаблюдение, везде охват, да? Вы в начале беседы сказали про 8 экранов, спасибо за комплимент, вы посчитали, сколько у нас их, да, в студии. Вот на эти 8 экранах выводится изображение со скольки участков? 48 участков 48 сразу. Участков, и каждые 15 секунд меняются. Вот так вот, да?
Но если что-то нужно, как бы вы акцентируете это внимание. Мы, если что-то увидели, мы акцентируем, мы заходим, получается, садимся за ноутбук и выходим уже на этот участок. Ольга Юрьевна, вот как член Общественной палаты уже вас спрошу, как вы оцените, собственно, ход голосования вот этого трехдневного с точки зрения там, нарушений, да, каких-то там, я не знаю, провокаций, или вы наоборот, у нас все ровно, гладко прошло? Ну, во-первых, мы этим уже подготовкой к этим выборам занимаемся как штаб с 1 марта, поэтому за это время мы смогли, наверное, впервые вот такая вот большая работа была проделана, когда мы каждый этап вообще вот всей кампании выборной, мы его четко отслеживали. Когда были объявлены, то есть мы занимались сначала подготовкой наблюдателей, потом начали отслеживать штаб, вот как, то есть объявление выборов, потом как идет, получается, подача документов, следующий этап, получается, регистрация, потом вот большой вопрос, ну, всегда каких-то вопросов к агитационной кампании, потом мы обсуждали все программы всех партий. То есть мы вот эти выборы, как общественники, смогли, наверное, от и до, ну, то есть проанализировать. Конечно все же, этапы видели. Да, все этапы видели. Конечно же, для нас, как для граждан, хотелось и хочется всегда, то есть, ну, мы сегодня, то есть, завершаются выборы, выберем этих людей. То есть все равно кого-то выберем. Другая ситуация, что эти люди все-таки должны понимать и быть ответственными, и нести эту ответственность, что им люди доверили свои голоса. И у всех людей, конечно же, сейчас большой спрос на то, чтобы все-таки, да, мы вас выбрали, давайте помогаем, ну, что-то будем, ну, давайте менять. Не так, что что-то мы вот вдруг снова поделаем. Нет, люди хотят все равно какой-то надежности, какой-то вот заботы о себе. И поэтому однозначно в выборах, когда было, то есть были различные моменты, вот, каких-то таких вот ситуаций, конечно, не происходило. Но еще не вечер, во-первых, еще не вечер, в целом, как бы, можно сказать, что нормально. В целом, да? Конечно же, мы за всем этим, и наши наблюдатели, ведем и сейчас работу, то есть вот мы тут с вами разговариваем, а там конечно. Работа-то идет. Ольга Юрьевна, вот в завершении беседы хотел спросить, будет ли эта практика продолжена, вот этот вот общественный штаб, все его формы, да, начиная там от общественного контроля, да, заканчивая колл-центром, в будущей кампании будете использовать или нет? Смотрите, вообще наблюдатели, все законы региональные, федеральные позволяют сейчас направлять наблюдателей на все выборы. И самое еще, наверное, вот значимое для каждого региона, муниципалитета, когда есть еще те люди, которые смотрят еще и за местными выборами. А местные выборы у нас идут постоянно в течение всего года. И там-то, да, это уже все, да, это на постоянной основе. И, конечно же, мы надеемся, что когда-нибудь будет еще вообще идеальная картинка, самосознание будет на очень высоком уровне, самоорганизация тоже. Спасибо вам за эту беседу. Я напоминаю, что в эфире программы «Интервью» была Ольга Панчихина. Она руководитель общественного штаба, который наблюдает за этими выборами, и член Общественной палаты России. Мы продолжаем работать в день голосования. Оставайтесь с нами. До свидания.